Асан Ага. Асан Ага Чолаков, да? Чолаков. В каком году вы родились? По-татарски или по-русски говорить? Как вам удобнее? Я могу 1936 жылы 20 декабрьде Ахметшітте doğuldum. Насыл тарафта соқағын білесіз? Мұнда. Кантарный улицада yaşadık. Ахметшітте. А вот номерін білмеймін. Бабаңыздың аты? Құртамет. Хатидже анам. Хатидже. Бабаңыз кім çalışırdı? Заведующий клубом Караимско-татарским. Татарским и караимским клубом. О не, бітірді бір университет. Рабфак, мапфак, Оля Шиллер биттердо. О не, музыкант иди? Нет, он как педагог. Педагог, да? Это запись идет, что ли? Ну, а как же так? Вот, видишь, лишние слова. Педагог. Не знаете, что закончил, да? Какой университет? Рабфак. Рабфак. Ну, это интересно, это у него должность такая. Он коммунистом был, да? Он был коммунистом. На фронте, когда отступали все, они попали куда-то в эту катакомбы, туда. И ихний капитан или майор тоже коммунист был, а отец раненый был. Все партийные билеты заставил сгрызть, чтоб фашистам не попадали. А после того, как приехал уже в 1946 году, он много раз обращался в областной комитет партии по поводу восстановления в партию, но там это не сделали. Ну, потом он плюнул, не стал это делать. Значит, он после войны жив остался, да? Раненый, грудь, руку. А не знаете, на каком фронте он? А? На каком фронте он? Черноморский, черном, вот, в Севастополе. Он, получается, моряком был? Ну, я же тебе фото дал, фотографировал ты моряка в форме. А на каком корабле? Или он как... Не, ну это была такая... Как десантник, да? Не десантная, береговая, что ли. Пехота, да? Береговая охрана, вот наподобие этого, что-то такое. Он, значит, в Севастополе был, в блокадном... Призвался туда. Вот это фото подтверждает это. А он потом эвакуировался или... Нет, они дальше ушли. Тут, ну, выключи я 2-3 слова скажу, такие, которые не надо говорить. Все начальство Севастополя, это не секрет. Все руководители, все убежали туда, в сторону этого. Новороссийска. Да, дальше Новороссийска. А остались одни такие. И вот они попали в катакомбу. В этой катакомбе 3 дня они сидели, а немцы уже все захватили. И кто как оттуда выскочил, убежал, поехали дальше. Нашли какую-то часть, это я не знаю. Он дошел до Вены. Вот. Но он смог эвакуироваться на Большую Землю туда? Да, на Кавказ? Да, дальше воевал же, и до Вены дошел с войсками, с какими это я уже не знаю. Потом, вот его там и ранило. Потом после войны вернулся уже в места ссылки? После войны он вернулся, искал
везде по Средней Азии нас, объездил все областя, я не хочу повторять, Самарканд, Андижан, там Фергана, и в Андижане вот этот дядька, с которым я совместно одиночная жизнь фотографировал, это Аликин отец. Как его зовут? Джалял. Ты вот это запиши, через это будет, чтобы ты все время знал, как кого зовут. Их было 6 братьев. Самый старший мой отец был Куртамет, Мемет, второй, вот этот пекарь в Солнечной долине, его все там знают, и сейчас знают. Белял, вот с орденом на груди его ты фотограф, Белял, Джалял Аликин отец. Усеин в Москве жил, умер он там. И Осман, Лилин отец. Вот их 6 братьев было. Отметку сделаем, Мемет и Осман в трудармии были. Их когда Крым освободили, их всех собрали на второй день и в трудармию отправили. А остальные на фронте были. А Аликин отец, он в летной школе здесь учился, ну что-то, да, он был на фронте, знаешь, где в 1939 году японская война или какая-то война была, Жуков там командовал, вот там он был, там служил он. А потом, когда вернулся сюда, работал на заводе, на станке ему вот так пальцы отрубило. Его на фронт не взяли. Но он служил в 38 по 39 или 40 год. Вас отец в Андижане нашел? В Андижане нашел. А вы, получается, в это время еще были в детдоме, да? В это время нас никуда не выпускали, в смысле с города или с колхоза. Вот Аликин отец, это Шарихане в детдоме, меня кто отдал туда, не знаю. Аликин отец нашел меня там и забрал к себе. Если бы он не взял меня, я бы там умер. Там каждый день 1-2 парня умирали в детдоме. Дизентерия, там малярия и прочее, и голодовка. Так, маму, как фамилия вашей мамы? Абибулаева Хатидже. Вот ее мать, Афоз в 9 лет, вот это ты можешь ударение сделать для местных, пусть знают, это все знают ее. Как звали ее? Эсма, Афоз Эсма. Она, получается, симферопольская, да? Она в Бахчисарае жила, а потом в Симферополе жили. Ну, в Симферополе ее вот на носилках таскали по городу, и все, вот, до Кузяшинда, Куран Эзберледе, понимаешь, что я говорю? Выучила Куран наизусть, и это как дают научное звание, так Афаз ей дали. Получается, у вас одна линия бахчисарайские, да? Ну, это материна линия, но в основном отсюда все. А Хатидже отца звали Абибула? Хатидже Зиядин. Зиядин? Сапожник был. Он симферопольский или бахчисарайский? Он с Бахчисарая, потом в Симферополе жили. Я их по Симферополю знаю только. И там в Андижане с нами жили. А у Куртамета как звали отца и мать? Отца и мать? Куртамета. Мустафа отец, а мать Зейнеп. Самая красивая женщина была в козах, оказывается, так говорят.
И вот этот, есть же в этом Феодосии или где там музей, как он называется, там вот именем музей, ой, забыл, как называется. В общем, ее с кувшином вот так на плече там было это, но мы не нашли его. Сколько ходили, искали, не нашли. Писатель же есть там, вот как же его фамилия забыл, зараза. Грин? А? Грин? Нет. Ну ладно, это вспомните потом. Так, значит, ваш отец про караимов что-то рассказывал, нет? Нет. Ну, не до этого было, это нам не нужно было. Но он их евреями считал? А? Он их евреями считал или... С евреями, Он караимы. их, караимов евреями считал, или вы не знаете? Вот это я не знаю. Караимы мусульмане тоже, по-моему. Нет. А? Ну а как же одинаково одно учреждение у них было? Там, понимаешь, вот что я знаю. Ладно, это... Вот слушай, подожди, выслушай меня. Приезжали скот с женщиной, вот этого пекаря, жена с подругой, то все, они же все вот в таких штанах ходили, там шарвар говорили, что ли, они в штанах, в платках, все завязано. Отец их потащил туда, там какое-то представление было. Но вот в этом клубе, оказывается, идет представление какое-то, и делают антракт, а там есть буфет. В буфете там мороженое, пирожные, конфеты, то все. Еще там чебуречная была, все это на вынос продавали. И сидели вот так, заказывают. Вот когда это будет перерыв, антракт, там столько-то того, столько-то того. Отец, и все разносили им по местам, пишут по билету, в каком месте сидит, записывают, вот так таскали, это он рассказывал. И почему это он рассказывал, вот эти две женщины, он их посадил, а они не знают ничего, и приносят им мороженое, что ли, они, мы ашамаймас, говорят. А отец следит, как им понесут, и в двери, большие двери, и говорит, алмаз, меньшебердемон. Они тогда потом взяли, а потом ходили до представления в этом зале, ну, в коридоре, большие зеркала, и увидели в зеркале себя, и говорят, знаем, байгушлар, да, барыкен мында, говорит, такие, как мы, оказывается, еще есть, самих себя вот увидели в зеркало, и вот так говорят, вот такой народ был. Байгушлар? Байгушлар. А недер бы байгуш. Вот такие, мол, бедных таких, как мы, много, оказывается, байгуши. Ну, ласкательное такое, понимаешь? А еще там в кожу пригнали первый трактор. Не слышал ты это? Ну, рассказывай. И, значит, вся деревня собралась и спрашивает, а что он кушает, этот трактор? Кто-то говорит, сено, солому, пошли, принесли, кучу вот так навалили перед трактором, а там завели эти, кто ездит, и уехали, они обалдели. Вай, говорит, а шамайкин борщи говорят, понимаешь? Ну, вот такой народ был. Но это писать не надо, наверное, нахер это нужно писать. Но вы дедушек, бабушек не видели, да? Как не видел? Видели? Я был любимцем у деда и бабки отцовских. А сестра моя у матери, там они на Урал попали, а мы в Узбекистан попали. А мать на работе была в ту ночь. Наша хата была закрыта. У вас сестра, брат есть? У меня сестра есть. Как зовут? Фатма. Фатма. У вас двое было, да? А? Двое да, было. Двое.
Она тоже Ну, была. как вы помните, годы предвоенные, военные, вот что-то осталось в памяти, нет? Ты знаешь, ну, вот у нас очень строгий дед был, и он нас никуда не выпускал. Ну, сам вышел, прошелся, посмотрел, но он с бородой такой был, ну, в преклонном возрасте. Болар мандачок отрамаз, говорит. Тутамазлар болар бошерн, болардан олачакшы yok, говорит. Чхмаңыз. А там всех забирали уже и этими вербовали, в общем, заставляли работать на немцев. Поэтому он никого не выпускал. Ну, я-то пацан был, я маленький был. Меня в 43-м году, что мне 5 лет? 5 лет, 6 лет было всего. Это меня не касается. Ну, вы особо так ничего не помните, да? Ну, бомба упала на наш дом. Двухэтажный дом был. Мы с бабушкой дома были. И лестница такая была, деревянная. И ударной волной ее сбило, эту лестницу. Меня выкинуло вниз. Ну, дома эти двухэтажные не очень высокие были. Но я удачно упал, но обжегся я. Какая-то фугасная бомба была какая-то. А бабушка за дверью осталась, с ней ничего не случилось. Ну, я обжегся вот так, до сих пор это есть. Ну, восстановился потом. Ваш отец призван в 41-м году, да, в армию? Сразу, как война началась, сразу. Все они сразу призванные. Кроме двоих, которые после освобождения Крыма, это вот Осман и Мемет. Мемета не взяли, что у него 4 детей было, сразу не взяли. А Осман еще молодой был, он 26-го года, его не брали. А потом в трудармию их забрали. А остальных сразу взяли. Это что, это Белялов в смысле? Белял, Усеин, Куртамет. Вот. Их, да, взяли? Они все в армии были? Да. Ну, все живы остались? А? Живы остались? Они-то остались, сейчас живых нету. Никого. Не, ну, в смысле, после войны. После войны они, да. Награды имели там свои, ну, ничего не осталось, ни хера. А мама была с вами во время войны, да? Мама была с нами, но я был все время у деда дома, а сеструха у ее матери, ну, навещали, ночевали иногда, но дед меня не отпускал никуда. Он меня Это у вас любил. какой дед? Со стороны отца? Мустафа, да? Мустафа. Это он, значит, с Кос приехал в Симферополь жить? Он с Кос поехал сперва в Джанкой, а потом в Симферополь. Отец А что, он перетащил. был раскулачен, что ли? Раскулачивание Да? было, да. Там показывали мне, ночью мы ехали с одним стариком, вот это твоего деда Бахчалара, говорит, были, ну... В Козе, да? Козы. Но вы Коз почти не знаете, да? Ну вот после войны я Название гор там, ничего, дед ничего не Ну, говорил. у них есть, это я не помню, это ничего. Ну, приехал я первый раз, когда сюда, один мужик попался, но это не надо писать. И, значит, я ему, а он, оказывается, с Коз, он знал всех моих дядек, и отца, и деда, и бабку, всех знал. Я говорю, давай же раз съездим туда, я говорю, ему. А я на машине приезжал сюда 8 раз с Узбекистана. И один раз взял, поехал с ним туда. Но это просто, я говорю, вот, что связь была
что у наших татар с местными тоже. И вот приехали к одному в Козы, и он вышел, поехали на берег, а я взял выпивон, он этот пил. И тот вышел, тоже пил, закуску, все взял хорошо. Они 2 бутылки водки выпили вдвоем. И этот мужик, русак, чисто по-татарски песни нам пел. Я говорю, откуда ты это все научился ему, я говорю. Он говорит, Кардашев, говорит, ты не знаешь, говорит, здесь только одна школа была, говорит, ни одной машины раньше не было. На Арбе все ездили на виноградные сады и пели только татарские песни, говорит, вот оттуда я знаю. А мы с ним начали говорить, он говорит, я ваши некоторые слова не понимаю, мы, видимо, узбекские вмешивали, потом выяснили это все. Вот так было. Ну, 44-й год, 18 мая, помните? Помню, когда будила меня бабушка и говорит, вставай, сынок, поедем. Я говорю, никуда не поеду, я спать хочу. А потом, когда меня опять начали будить, открываю глаза, смотрю, стоит с винтовкой солдат. Солдат, с винтовкой стоит. А я не знал, он немец или русский, это я не знал. Как я соскочил, куда не поедешь, еще как поехали. Ну, ночью, да, получилось? Под утро вас? Под утро. Где-то часа в 4, вот так. И в вагоны. И дней 15 мы шпарили, по-моему, даже если не больше. Но вы успели что-то взять? То, что успели, взяли, то, что нет. А кто-то, наш дом вообще закрытый остался. Сразу загрузили, да, вас? Сразу на двоих одну машину и вперед. Полуторка, что ли, была там. И вы попадаете, в пути что-то помните, нет? В пути жару помню, кое-где останавливались, воды не было, пить нечего было, очень жарко было, и жрать нечего было. То есть еду... По пути много людей умерло, и не хоронили, не давали, если остановится где-то, оставляет вот так и ушел. То есть еду не давали? Еду давали в 3-4 дня раз. Там кто кому даст. Не в чего ее брать, эту еду. Посуды нет. В вагоне прям на полу? Вагоны сидели, да? телячьи, как говорят, действительно они такие грязные были, понимаешь? И ни туалета, ни хрена нет. Один старик дырку пробил в полу. И тряпками закрыли, у кого что было, вот туда ходили и женщины, и мужики, больше негде было. На остановках вы бегали за водой? Кто как. Я-то не бегал никуда, я маленький был еще тогда. Так, в основном взрослые притаскивали. Понимаешь, Гирей, посуды не было. Люди же некоторые врасплох ничего не взяли, думали, везут как евреев стрелять нас тоже. И никто ничего не взял. Потом, когда нас привезли туда, в Андижанскую область, Ченобадский район, колхоз Байнал-Минал, как сейчас помню. И, значит, выгрузили, дали комнату в одном месте, там скот держали раньше, а скота уже не осталось, оттуда комнату, в общем, мы ее отшаманивали, то все, в общем, сделали, там жили. А когда привезли, разгрузили всех в одном месте, нас с железной дороги на арбах провезли. Первый раз в жизни видел вот такие большие колеса у этих арб, двухколесная арба на одной лошади. Этот сидит на этом, ты такое видел, нет?
2 колеса, вот здесь лошадь запряжена, вот здесь колеса. Он сидит наверху лошади на седле, а сюда то, что нагрузили. Разгрузили нас, узбеки начали камнями бросаться в нас. Их подготовили, что везут изменников Родины, мы. А когда пришло время молиться, все нашли воду, умылись, аптез алдылар, аптез, знаешь, да, что такое аптез? Обмывание сделали и начали молиться, тогда они только поняли, что мы мусульмане. Тогда уже прекратили бросать. И вот бабушка умерла, через 3 дня дед умер. Через 3 дня. Это в 44-м, да? Нет, это в 45-м, по-моему, году было. В 45-м году. В 44-м еще живы были. И, значит, дед там платил кому-то, копали, кто что не заплатил, на второй день пошел, заплатил и говорит, там это потом, после того, как умер дед, это вот Аликин отец ему сказал, узбек один, вот он пришел, говорит, мне должен был дать деньги, дал, говорит, и говорит, дед, оказывается, сказал, моя жена, говорит, в сырой земле лежит, а я в теплой постели не могу спать, говорит. И пришел оттуда. Пришел когда и положил, и у него в руках чеснок был. Долап называется. Знаешь, да, что такое долап? Вот туда надо поставить, а чтобы его туда поставить, мне надо табуретку пронести, поставить, потом залезть. А он рядом стоит. Вот только мне дал в руки, только я взял, он упал. А я испугался, не понял, в чем дело. Говорили, из дома, когда никого нет, ты один, никому дверь не открывай, никому не говори, что никого не воровали узбеки, понимаешь? И я до вечера просидел, пока дядька пришел. И дед умер. Вот дед знал, что он умрет. Вот этому узбеку сказал там, и дядьке говорит, он в район хотел идти, деньги получать. Он ему говорит, Джалал, сен бугун бармасан яшол реды. Я не вахт бараем, сон бар реден, сон ахшолмаз, говорит он. Ну тогда иди, говорит, он чувствовал это все, блин. То есть ваша бабушка Зейнеп и Мустафа, да, с вами были? А вы про мать не рассказали? Не мать. Не, про мать что случилось? Почему вы раздельно... Потому что мать в ту ночь на работе была. Пуговичная фабрика была вон там, она и сейчас, по-моему, есть. И дом наш закрытый остался. Сестра была у родителей матери, они на Урал попали. Дед, бабка со стороны матери, они на Урал попали, тетка. А мы попали сюда, вот, в Узбекистан. А мать куда попала? А мать попала в Ташкентскую область куда-то. Потом, вот как было еще дальше. Начали говорить, что вот отец... Я начал говорить, отец везде объездил с товарищем, с каким-то был, тот тоже кого-то искал. Они почти весь Узбекистан объездили и нас в Андижане нашли. И один мужик подходит, Аликиному отцу, говорит, он на пивзаводе работал. И говорит, Джалал, говорит, у тебя брат есть такой, Пуртамет? Он говорит, да, есть, но он не знаю где. Пошли, он тебя ищет, говорит. А я был с ним как раз, с Джалалом, он меня с детдома как раз забрал. И, значит, пошли, отец с каким-то мужиком возле Нового базара ждут. А этот пришел, Джалала предупредил и повел туда. А до Нового базара, отсюда как, вон до поликлиники надо было идти от пивзавода, понимаешь? И вот идем, отец меня бежит, хочет обнять, а я от него убегаю к дядьке. Вот такой был. Я отца не узнал своего. А что,
Джилял не был с вами, что вы попали в детдом? Джилял был с нами, а потом он ушел. Дедушка, бабушка, все мы жили, а Джилял в этом колхозе ему нечего было делать. Поехал туда, в город, в областной. Понимаешь, работу искать. Когда он нашел работу, ну, пропускная система, пока он это все сделал, месяц-полтора прошло, а я жил такой был. И он меня забрал, и мы с ним вдвоем только были. И когда приехал отец, отцу он оставил эту комнату, все, что у него было, оставил, один ковер взял и ушел, женился на Аликиной матери. Вот потом Алик родился. А ваша мать вас не нашла? А наша мать, мы не искали ее, откуда? Я не в состоянии не, ну ее она искать. вас не искала. Потом отец нашел, и отец потом, когда приехал в 47 году, уже нашел ее. Так долго? Ну, 2 года? А она не искала вас? ну, наверное, искал, а мы откуда можем знать, кто нас ищет, не ищет? То есть у вас в 47 году семья, да, соединилась? Ну, приблизительно, да, конец 46-47 года. А отец потом пошел в управление МВД, узнали, что бабушка, дедушка, сестра, тетка там на Урале. Старая ляля, новая ляля, там что-то такое было, они там жили. И надо было взять пропуск. Пропуск. В МВД пошел. Ему не дают, говорит, ты один, говорит, возьми сына и езжай туда, а их там много, говорит. Он говорит, я не поеду. Второй раз пошел, его закрыли, посадили, что он не едет. Посадили. Посадили, и проверка шла. Начальник управления был, вот как сейчас помню, он здорово помог отцу, Тохтасынов. Он всех опрашивал, кто за что сидит там. Ну, когда до отца дошло, а жарко было, отец вот так снял все с себя, а у него вот тут это все, ранение, все видно было. И рука плохо работала, ну, зажитая уже. Ну, вот, говорит, я на фронте был все время. Вот приехал, а мои вот там, мне говорят, туда езжай. У меня тут брат, сын, говорит, я не хочу туда ехать. И мне этот холод не идет. Вот я раненый, говорит, всю войну прошел, говорит. Он раз освободить нахер. И освободили, и дали вызов. Потом отец собрал их в Андижан всех. С Урала. Но все они живы там остались, на Урале? А? На Урале живы? Они на Урале, ну там умирать некому было. Ну, бабушка, дедушка с сестрой. Ну, они бодрые были еще. Дедушка работал там, сапожничал. Тетка на лесоповале работала. Сучки жгла и рубила. А сестренка в школе была. То, что дед сделает ремонт обуви кому-то, она относила к ним, а те картошку или еще что-то давали, вот так они там жили. Ну вы помните вот этот режим комендантский? Я на подпись 3 раза ходил, захватил. Не имею права выезжать. Раза 3-4 я захватил, и все, потом сняли это. Я не помню, это в каком году было. Ну, 55-й год. Не, 56-й, наверное, раньше. 56-й. Ну, когда Сталин умер, вы где были? Сталин умер, в школе плакали педагоги, а мы смотрели. Ну, когда Сталин был, в школах учили петь песни. Сталин и Мао слушают нас, понял? Вот такая песня была. А потом Сталин умер, Мао Цзэдун тоже отвалил.
А сейчас вот опять налаживаются отношения с Китаем. Но вы тоже плакали, да? Не, Сталин для нас деспот был. Ну тогда же вы не знали. Ну, потом все осознается, потом, конечно. Тогда вы думали, да, что он... Вы, значит, в школе учились, хорошо учились, наверное, да? Ну, так, учился, но не хуже, чем кто-то. Ну, я немного старше был, я позже пошел в школу. Всех татар обзывали все время, в то время. Татар баласы, полный жопа колбасы, туда-сюда, вот такое говорили, да. И мне тоже один сказал, но я его припер один раз в классе, после этого тишина была. Узбеки, да? Не, русский, я русский? в русской школе учился. Это уже в городе Андижане. Ну, в 55-м году или 56-м реабилитировали. Чё? В 55-м или 56-м закончился вот этот режим комендантский. Потом Вот разрешили всем ездить. Ну, сейчас скажу, подожди. Вы школу Сестра когда моя закончила школу вперед меня, ну она в каком? Наверное, в 54-м или 55-м году закончила школу. Мы жили в Андижане. Она хотела в мединститут поступать, ее не пустили. Тогда она поступила в Андижане в этот техникум, год проучилась, на следующий год уже поехала туда и поступила в мединститут. И оттуда больше не вернулась в Андижан. Там замуж вышла, там живет, до сих пор в Ташкенте живет. А в Андижане тогда не было мединститута, да? Тогда в 55-м году в Андижане вот открыли. Ага, значит, это в 54-м году было. А она Ташкентский закончила, да? Ташкентский мединститут. Педфак. Детский врач. Педиатрический факультет. Но у нее муж не крымский татарин? У нее муж азербайджанец. Тоже мусульманин. Они здесь были, между прочим. А вы в каком году закончили школу? Я школу закончил вечернюю. Сейчас я тебе объясню, подожди. Значит, я в 56-м году устроился на работу. У меня 7 классов всего было. Ну, права уже были. Шофером работать начал в 57-м году. В облбольнице. Шофером возил главврача. 3 года работал, и уже отца не было, мать была только, сестра там училась. И потом, значит, после работы ходил в вечернюю школу, закончил 10 классов, 3 года учился в вечерней школе. Потом поступил в мединститут в 60-м году, и в 66-м я его кончил. В 66-м я кончил, а мне надо было, чтобы остаться в Андижане, чтобы я семейный был. Расписался с Венерой, но еще не жили в 66-м году. Она тоже студенткой была вечернего факультета, но потом закрыли этот факультет. И, значит, в 66-м я женился уже в августе месяце, а Амед в 67-м родился в июне. Не нарушал, поэтому я месяца называю. Так вы в медуниверситет когда поступили? В 60-м году, в 67-м,
в 66-м закончил. Не университет, это Андижанский мединститут был, не университет это был. И в Ташкенте не университет, тоже мединститут в Ташкенте. Почему вы выбрали вот физиологию, это направление? Сейчас объясню. Вот я женился с целью, расписался заранее, с целью, чтобы остаться в Андижане. А меня послали в самый захолустный район, километров за 80 за Андижаном там. Хотел остаться, понимаешь, там. Теперь вижу такое дело, а в мединститут, ну я там уже проучился столько лет, на кафедру нормальной анатомии нужны были преподаватели. Я выяснил это все и поехал, уволился оттуда и поступил в мединститут на работу, на анатомию, там 2 года проработал, потом на физиологию перешел. А на анатомию никто из узбеков не хотел идти, понимаешь? Трупы, формалин, то, все. Ну, я пошел. А так вы должны были врачом ехать? Я поехал, 3 месяца там отработал, в психдиспансере работал там. Потом начали по научной линии, да? Вот когда уже перешел на физиологию, а я вообще на физиологии давно договорился, должен был, но меня не оставили, понимаешь? Там сильный руководитель был, он такой руководитель был, русский мужик, Корочка фамилия его, значит, он заслуженный деятель науки Узбекской ССР был. Академика ему никак не дали. У него было 45 кандидатов наук выпущенных, и кандидатов 60, а 25 этих докторов наук. И ему не дали. А сейчас он в Ростове, я был у него. Он там сейчас, у меня где-то визитка есть, показать тебе или нет. Сейчас он там 2 академий академик в Москве, а живет в Ростове. Выбрали тему, изучали желудок, да? Ну, желудок. По этой теме... Пищеварение. Кандидатскую в каком году написали? Ну, вот, кандидатскую, да. В каком году защитились? 70, сейчас скажу, в 72-м, что ли. Нет, 72-м. Только что же автореферат у меня был, забыл, зараза. Ага. Ну, 72-м. Ну, зачем это? Да, это. Ну, почему эту тему именно ну, потому случайно? Что физиология, на физиологии руководитель был по этой теме. Он писал большую медицинскую энциклопедию, когда переписывают, раздел пищеварения он писал. Его знали во всем Союзе. На базе нашего института один раз было 2 всесоюзные конференции были, всесоюзные. Это приезжали с Ленинграда, с Москвы, с Томска, Омска, со всех городов. И один раз симпозиум был. Вот к этим делам его признавали все. А вот в Калуге сделали место для того, чтобы проходить специализацию, повышение квалификации. И вот там читают лекции, ассы все. Ну, кто попадает туда, значит, там так было заведено. Вот я первый раз пошел туда, я ученик 1 класса, потом 2 класса, 3, 4. Первый раз пришел туда академик какой-нибудь на специализацию, он тоже 1 класса, потом растет. А наш шеф там лекции читал. И с Ленинграда уже знали, что вот приедет Корочка туда и будет
тему по пищеварению писать, это читать. Они с Ленинграда на один день приезжали его лекцию слушать. Вот такой руководитель был. Ну в чем у вас исследование кратко, вот, если что вы изучали? Гирей, я это могу тебе рассказать. Ну, кратко, это ничего просто... не поймешь. Короче, вот даже говорить мне неудобно. Сейчас это дело преследуется. Я изучал, это у меня кандидатское стало, у моего второго руководителя фрагмент докторской диссертации стал, и еще там у двоих кандидатские сделали на этом. Вот чем мы занимались. Ловим собаку и сажаем в виварий. Она на привязи стоит. Привыкает к этим условиям, дней 10-15, допустим, да, и дальше мы ей 2 суток кушать не даем. Потом начинаем кормить. Пищевой раздражитель называется, когда кормишь ее. Потому что 2 суток за сутки желудок и человека, и собаки полностью освобождается. И вот дальше мы начали изучать, какие же процессы пищеварения происходят и на какую пищу сколько чего выделяется. Это тяжелая работа была. И вот этих собак, а как? А нам же надо выяснить, вот накормили мы фарш мололи через мясорубку. На килограмм веса, допустим, 200 грамм мяса. Там собака 5-6 килограмм фарша мы ее кормим. И вот накормили сегодня 8 часов и забиваем через 20 минут ее. Вот, слушай, 20, 40, 60, 80 и так далее. И до 2 часов, допустим, да, 180. Потом смотрим, там в желудке уже ничего, все есть нормально, там через 40 минут, через 60. До 2 часов вроде мало чего изменилось. А как мы ее, а нам надо ее так забить, чтобы все, что вот собака съела, ничего вот так при этом не ушло никуда. Так мы хотели электрическим током, обязательно судороги, не получается. И нашли такой метод, в жидкий азот опускали собаку. А жидкий азот только в Ташкенте был. И поехали мы туда, значит, собак туда возили. Все туда возили, в Институте ядерной физики в Ташкенте замораживали собак. Потом вырезали вот так блок, где желудок, а он как камень, ну как в холодильнике, в морозилке мясо положишь, вот такой становился. Еще в дюарах брали жидкий азот, чтоб с Ташкента, пока мы везем на машине Жаража, поливали, чтобы не испортилось, чтобы а жидкий азот это минус 190 градусов температуры, на руку попадет, ожог делает сразу, некроз получается, омертвление получается. И никаких окислительно-восстановительных реакций не производит. Инертный газ, жидкий азот. Поэтому мы его выбрали. Он не влияет на процессы пищеварения, понимаешь? И дальше вот этот желудок привозили, вот этот блок. Криостат у нас был. Но там температура 25 градусов. Ну, тоже устраивало. Ну, как холодильник, морозильник. Это готовилось все. Потом забирали, ну, все подписано, собака такая-то, во столько-то часов она накормлена, во столько забита, пищевой раздражитель мяса. Потом на хлеб, потом на яичный порошок, потом еще один раздражитель был, 4 раздражителя. И уже мы не 15 минут держали, а
2, 4, 6, 8 часов. За 8 часов в желудке собаки ничего не остается. Отсюда сделали вывод. А начали, значит, все это... Слушай меня. Да это ты не... Сколько надо писать, это не надо замораживать. Сейчас врагов я блядь. Просто хочу вывод уже. Через 8 часов ничего не остается в В желудке. желудке то, что у собаки, точно так же организм собаки, как человека. Да. Павлов поставил золотую собаку, бюст, в честь работ, которые он на собаках делал, Павлов, физиолог великий. Слышал такого, нет? Вот он. И вот в Казани я защищался. Ректор Казанского мединститута сделал новшество нам еще. Вот, говорит, есть анатомический атлас, есть гистологический атлас, а вот это физиологический атлас надо сделать, говорит. Это дальнейшее наше исследование будет, мы ему сказали, что он отстал потом. Ну, действительно, мы выработали, через какое время происходит опустошение желудка, и смотря какая пища. Понимаешь? А это их хирургам надо. Допустим, желудок как оперируют? 1/3 выкидывает, 2/3 выкидывает. Пилорическая часть или фундальная часть, там вот это мы даем, где что происходит, где что, какой фермент выделяется, для того, пищеварение происходит в начале сразу с ротовой полости. Вот слюна выделяется, она обволакивает пищу, помогает проходу через пищевод, а тут 3 сужения есть пищевода физиологически, проскальзывает, потом в желудок попадает. И вот дальше, когда мы вскрыли через 2 часа, ну вот такой комок содержимого желудка было. Когда мы вскрыли через 4, этот комок уменьшился. Через 6 еще меньше. Через 8 его вообще не оказалось там. А слизистая желудка имеет складки внутри. Ну ты видел барана желудок или... Вот эти складки работают и гонят пищу туда, дальше. Вот так мы вот это делали. Это тяжелая работа. 6800 анализов сделали биохимических. Потом это все рассчитывали. Понятно. Значит, вы до 90-го года работали там, да? Где? В медуниверситете. Не медуниверситете. Ну, в мединституте. Не напиши университет, там нету медуниверситета. В 89-м мы уже здесь были. В 89-м, да? Вот. В Андижане, я знаю, там в основном тувахские были, да, вот выселенные с Крыма. Какие? Тувахские. Чувакский? Тувах. А, там. Ну, там... Вы с крымскими татарами там общались в Андижане? Крымско-татарская свадьба, я тебе не показать? Танцуем, музыка, это есть у меня с Венерой, когда я жил, а как же мы иначе? Только с татарами общались, а как же мы сюда попали тогда, откуда мы это все знали? Я знаю, что Шевхи Бекиров тоже закончил андижанский. Не андижанский он не кончал никогда. Не кончал? Это, наверное, ташкентский кончил, может быть, я не знаю. Ну, много крымских татар, да, училось? В Андижане? В институте, да. Ну, много. Я на хлопок ездил раньше, потом в стройотряде оставался. Ну, наши ребята работящие все были. Я их оставлял, ну, а оставлял где-то, ну, не самовольно я оставляю. Мне говорят, вот столько-то можешь взять студентов, кого хочешь, кто работать будет, с меня работу требует. А я выбрать должен, кого хочу. Я это выбираю, и
Потом один прекрасный день меня вызывает партком. А я не коммунист, а партком у меня злой был, его сын со мной работал. И когда у нас конференция была, на машине, каждый на своей машине обслуживали эту конференцию, и в том числе и я на своей машине. Но у меня машина уже старее была, я подошел на хлопок, я говорю, дайте мне дней 5, я говорю, я машину сделаю, он не дал. Я говорю, тогда, когда ваш сын поедет на хлопок, тогда и я поеду, и ушел нахер. И он меня начал искать везде, а я договорился, поехал с одним профессором там на хлопке он, что 5 дней он мне дает срока, но на 3-й день я звоню, на 4-й звоню, на 5-й звоню, он мне говорит, приезжай, мол. А уже мной интересовался этот партком. И, значит, я в основном татар ребят, а стройотряд только несколько девчонок было. И среди них 2 татарки были. И мне хотели пришить, что я националист. Понимаешь? А я им говорю, а кого же я должен оставить? Того, который ни хрена не может делать, а с меня требует работу, я говорю. И однажды, значит, взяли, половину моих зачеркнули, а половину оставили. Я пришел, а еще студентов вот отправляет. Я пришел, ну, до свидания сказать, то все. И раз список взял, посмотрел, кого в стройотряде оставили. Половина нету. Я отдал этот список проректору Ахаче. Я говорю, на, и сам с ним не работаю, я поехал на хлопок. Сел в автобус и уехал на хлопок. Потом ректор обход делает и смотрит, работа не двигается, шатаются все, понимаешь? А где вот тот? А ректор только приехал новый с Ташкента, Нурмухамедов. И когда он все время интересовался, как идет работа стройотряда, то все, там потом надо было в ЦНИЛе, Центральной научной лаборатории, там отопление заново делать, там стояли вот такие печки, эти круглые вот. Все, говорит, а я сверху уже, когда сказали отопление надо делать, я сверху трубы снес уже. Я им не говорю. Было время, надо было сносить, пока жары нет. И он говорит, печки не трогайте, говорит, ректор. А они ходили, он, проректор, человек 5-6 они ходили, партор, местком, понимаешь? А я возразил ему, я говорю, если мы эти печки не уберем, я говорю, никакого эстетического оформления этого помещения внутри не будет, я говорю. А те говорят, меня толкают, что ты лезешь? Я говорю, не дергай меня, я говорю, тому. Я говорю то, что я думаю, я говорю. Ректор мне задает вопрос, а я там уже сверху все снес, а я ему говорю, они все внутри обвалились здесь, я говорю, тяги нет, я говорю, тут может неприятности быть от газа, я говорю, потухнет и угореть могут тут люди, я говорю. А вы уверены, что тепло будет, говорит, здание? А оно низкое здание, конечно, тепло. И первый вход отопления идет туда. Я говорю, первый вход туда идет. Я говорю, здание низкое, я говорю, ладно, это сделали, в общем. Потом он начал шуметь один раз. Одну вещь поставил, загородку вот так. Надо перегородить здание. И 2 комнаты делать, большой зал, читальный зал, то все. Сейчас, интересно, для меня это интересно. И вот начал ругаться. А проректор тоже ходит, он мне сказал, вот здесь ставь. Какой дурак это сказал, вот здесь поставил эту стенку. Получается, я дурак. А я ректору говорю, ну стоит ли из-за этого столько адреналина выделять, я говорю ему. Ну, переставим, я говорю, завтра, говорит, с хлопка приезжает, как вы переставите, с кем вы будете переставлять? Я говорю, ну, это наша проблема, я говорю. А студенты слышат, а я им условия создал. Их не кормили никогда, я сделал за счет профилактория, им обед каждый день был, все, некоторым стипендию делал, все. Они любили это делать. И, значит,
Я говорю, я завтра еду туда, в Су-3 пистолетчика привезу, там железобетон везде пристреливать на. А вы вот это вот сделайте, все, подготовьте, только не снимайте эту стенку, мы ее двигать будем, когда я приду. Сделали все, а у меня там телефон, а ректор говорит, что надо, приходите. Я говорю, не пускает меня, у вас очередь все время. Он позвал этого, который там сидит, в любое время пусть идет. Я ему раз звоню, я говорю, вы знаете, вот такое дело, ваше присутствие очень необходимо, здесь назревает такой скандал, я говорю, пожалуйста, придите, я говорю ему, ректору, а там 3 минуты идти до общежития. Он идет. И я его завожу, пока показываю, что мы уже переставили в 12 часов на следующий день. В 12 часов уже все поставили. И вот он, когда я уехал на следующий год, потом, когда сделали, что вот не тех оставили, я уехал на хлопок. Он говорит, а где вот был Чалаков? Он на хлопке. Вызовите его сюда, говорит. И я иду к нему в кабинет. Я говорю, вы с меня работу требовали? Я этих ребят учил как мог. Они научились, они работают, а эти ничего не будут делать. Я говорю, зачем они нужны? Я говорю, поэтому я уехал. А где те? На хлопке. Возьми список, сделай, говорит, отдай в деканат, и чтоб их вызвали назад. Вот так вот жил я с ректором. Ну вот с кем вы общались, сейчас вот в Крыму, может быть, какие-то видные люди с медуниверситета, кого-то знаете здесь, нет? Из наших крымских татар, ну, самый видный человек здесь, который был, это Амеров был профессор. Но он говно. Не надо, не пиши его, я даже не хочу о нем говорить. Он тоже в Андижане? В Андижане, он умер уже, не хочу говорить. Медат Амеров, да? Медат, да, это не человек был, его никто не любил там. Ну вот вообще в течение всей жизни в Андижане, кого вы знаете из крымских татар? Может, какие-то профессора, может быть, врачи, может, вообще известные люди какие-то, или вот неизвестные? Врач, допустим, был Сетьяя, фамилия, как же его я забыл, Сетьяя, онколог, в общем, он был, фамилию я его забыл, зараза. Это не тот, который потом жил в Нальчике? Сетьяя. В Нальчике. Он такой старый, да? Этот? В национальном движении он участвовал? А? В национальном движении участвовал? Да. Его посадили, потом отпустили там в Андижане. Сетьяя, врач. Угу. Онколог врач. Вот он очень порядочный, хороший человек был. Ну, был профессор, но он здесь тоже был, тоже онколог, но он с татарскими вопросами мало чем занимался, так подпевал немного, ну такой был. Он здесь умер. Фамилию не помните, да? Тофик Хасанович Хасанов, по-моему. Тофик Хасанович. Ну он что, крымский татарин, что ли? Крымский татарин, но он в Баку все время жил. В национальном движении вы не участвовали, да, в Андижане? Не, ну как, я участвовал, у нас дома собирались студенты, но мы это не афишировали, никто об этом не знает. Но знают те, кто взрослые, вот Сетьяя, вот этот Сетьяя, он организатором был все время. Как же? Ну, все, а там из татар никто на руководящей работе нигде не работал в Андижане, не подымали никого. Ну, там был одно время директором консервного завода один татарин, ну, я с ним ничего не имел, ничего, просто говорю я это.
Ну, у вас в Москву делегации не ездили? А? Делегации в Москву. По поводу татарского вопроса, Да. Венерина сестра все время ездила. Мы нет. Нам некогда было этим заниматься. У нас дом снесли, я дом там строил. Пока я его выстроил, потом продал и сюда приехал. Ну, кто-то собирал деньги. И это собирали, это да. Были, всё. да, активисты. Обязательно. И не так собирали, как здесь, блядь, жопшники эти, блядь. А ведомости составляли, фамилии писали, сумму писали. И итог внизу. В 2 экземплярах. Один я, допустим, собираю, у меня остается, а один я отдаю туда. А ты приходишь, мне скажешь, где вот, ты кому дал? Вот, я вот отдал, я говорю, тебе, допустим, я если собирал у тебя. Я здесь собирал, вот здесь тоже, отдал, блядь, этим. Кирпичи привезли вон туда, блядь. Сколько лет они там торчали, уже их там нету. Кому-то раздали. А у нас отчитывали все время. Вот поехали туда, вот столько-то денег на каждого давали. Туда, назад, и еще что-то там. За всю эту сумму отчитывались. Белялов в сети, Белялов, да. Но он этот такой... После инсульта у меня с памятью херово, забываю. Он, знаю, что кто ли Кабардино-Балкарии потом жил. в одно Нальчике время. он жил. Нальчике, да. Я его даже с ним знакомился здесь. Он в Совете старейшин еще участвовал, ходил. Я Алушту изучаю, и там часто старожилы вспоминают Щеткина Асана. Ну, это отец Венерин, директором школы он там был. В Ялте. В Алуште. В Алуште, да. С Демирджием сам. В книге вот так написано все. Он, и мать там работала, и он ее. умер уже. Он умер ссылки там. Я когда женился, у Венеры ни матери, ни отца не было. Сестра только была, вот, которая здесь. Ну, отец, его знали там все. Он умер где? В Узбекистане? В Андижане. У него рак, что ли, был, не знаю, что-то такое. А вы говорите, его жена тоже в Алуште преподавала? Да. А как ее зовут? Сундус. Сундус. А отца ее Асан Куртаметович, отец ее. Как я. А медсад ходит. Медсад ходит, детский сад. Там учат их, кто как, чего называть. Спрашивают, как отца зовут, Асан. А отчество как, дедушку как Куртамет. Асан Куртаметович, отец. А маминого дедушку, он опять говорит, Асан Куртаметович, маминого отца. Полдня они с ним возились, а он на своем стоит. Там воспитатели. И вечером Венера приходит за ним, говорит, вы с ним подзанимаетесь, говорит, вот то-то, то-то, полдня мы ему вталкиваем, а он что, говорит, он говорит, вот так, он говорит, правильно, говорит. Моего отца зовут, говорит, как моего мужа. Поэтому он вам так называл, говорит. Ну что, кофе сделать? Сейчас еще. Значит, вы с 89-го года уже в Симферополе, да? Да. Как вот этот период у вас начался здесь? Вы уже здесь по профессии не устроились? Тут очень трудно было прописаться в 89 году. Я не стал прописываться, а Венеру сразу на работу взяли. Там специалист нужен был. А она в Москве проходила
ординатуру у академика Юренева. И как раз по этой части, что им нужно было. А там у них, кто работал, умерла. Ее взяли. И до сих пор она хочет уволиться, ее не увольняют, 74 года ей. А вы ходили в медуниверситет, и вас не взяли? Да? Несколько раз ходил, говорил, но потом еще пошел насчет Ильвинки. Она же поступила в Черновцы. Я ее оттуда сюда перевел, с ректором говорил. Я говорю, ну как в этом году прием у вас, Римон, вот столько-то. А крымские татары есть? Есть. Студенты поступили. А педагоги крымские татары есть? Я говорю ему. Только вот тогда там работала эта Вамерова жена, тоже она профессор. Она порядочная женщина. Я говорю, ну меня тоже возьмите для развода. Я говорю, я тоже вот, я говорю, вот. Диплом врача, вот диплом кандидата. Бабанин, да? Нет, другой был? До него другой был, инфекционист, он мало был там. И, значит, он рассмеялся, говорит, места нет. Я говорю, ну, тогда, я говорю, когда будет вы, можно я посещать вас буду, чтобы назойливым не быть, вы мне разрешаете в месяц раз выяснять, есть место или нет? Он говорит, да, я не ходил больше. Я начал заниматься лекарством тут с Толстым, с Сергеем. Потом зубная паста пошла. Не пошел. А когда сюда приехал, вот такой эпизод расскажу тебе один еще. Ты выключи это уже. Ну, сейчас я это доведу, это уже... И, значит, такой эпизод, директор, председатель колхоза в Мазанке, завета Ильича. Значит, я к нему подхожу, там медпункт свободный, никто не работает, никого нет, кадров нет. Я говорю, слушай, Морозенко его фамилия, Морозенко, я говорю, вот так и так, я говорю, у меня жена врач, я врач, я говорю, вот то все, давай вот это организуем, вот сюда откроем медпункт, люди отсюда в город ходят, мучаются. Я говорю, нет, туда-сюда, это не мое. Я говорю, ну, выдели какую-то сумму с колхоза, будешь ты платить. Я говорю, зато людям будет хорошо. Нет, говорит. Я говорю, ну тогда возьми меня вот шофером. Я говорю, я же работал шофером. Права ему показываю, он мне говорит, я тебя даже пастухом не возьму. Я говорю, дурак ты, ёб мать ему. Развернулся, уехал. А это я приезжал, еще мы сюда не переехали. Еще мы там жили. Следующий год приезжаю, его уже посадить должны. Подхожу я к нему, я говорю, ну как, Морозенко, дела? Скоро, я говорю, туда, куда ты попадешь, я, может, врачом там буду, я с тобой там поговорю. Я говорю, я тебя скот кормить будешь, я говорю, ему. Вы когда приехали, здесь, наверное, крымских татар мало было, да? Ну, были, просто вы, наверное, не знали. Не было. Вот Энвер Озенбашвили тут вот Где? жил. Не знаю. Известный журналист. Ну, может, жили, друг друга не знали, не общались. Он там один жил, он по Федотова, татарин жил. Жена русская была, он умер здесь. Сын ходит вот здесь все время. Вот там один был. Ну, здесь были с Андижана переехавшие, давно, притом переехавшие, Умеровы. Вот Энвер, Сервер, Мунивер, дочка, вот там они жили по Виноградной улице. Ну, туда ходили, они сюда приходили. А потом уже вот здесь появились вот. Ну, вы здесь постарались родственников, да, своих поближе? Раз, два, три. 3 хаты я здесь купил, кроме этой. И дядьке, второму дядьке,
дядькиному сыну, пекарю, вот, который там, его сыну, он там, и Морисе, 3 дома. И вот это 4-й. Еще один Джуму, армянин один приезжал, он там купил. А в КОС родной так и не смогли, да, Чё? попасть? А что там делать? Ну, в Ты там родное был? село. Я нет. Ни разу не был. Я приехал, когда с этими ездил в Козы, к дядьке приезжаю, ну, взял вино разных сортов, на машину нагрузил, там ему занес все дядьке. Я говорю, дядька, я говорю, ты, как вы начнете говорить, козы, у вас балах адудахларом знаю, я говорю, мед идет, я говорю, там жить невозможно, я говорю, там работы нет, кроме винограда ничего там нет, я говорю. Он как меня обругал матом, первый раз в жизни он меня матом обругал, я его родное затронул, но не придал я этому значения, понимаешь, я бы ему не сказал. Дня 3 не разговаривал со мной, я прихожу, дядька, извини, дядька, на 3-й день заговорил. Потом я понял, что я ошибся. Когда наш дом там снесли в Андижане, я построил в другом месте, я каждый день подъезжал возле своего дома, напротив эти дома остались, и скамейки там были. Вот там сидел. Я понял, что такое, а там с 47-го года мы жили. С 47-го по 60 какой-то год. Понимаешь? Там я потом понял, что такое дом. Там жил, тут жил, и привыкаешь, оказывается. Ну вы Рифат ага знали, да, вот этого Муслимова? Рифат ага жил вначале в этом. Ленинский район, какой-то это. Ну, да. Вот там жил он. А там жил один наш старик Котский. Он там жил. И вот история такова была, там вот это тоже интересная вещь. Он первый татарин туда приехал. И вот дед зовут все, как пугало он у них был. Так к нему никто не подходил, никто не разговаривал, с ним, детей не подпускали, понимаешь? А он умный мужик был, старик неграмотный, пастух, но умный, понимаешь? Он дальше носа все время смотрел. Он пошел туда на рынок, разменял деньги на монеты, вскопал вот такой участок во дворе маленький вначале, и через каждые 20 сантиметров монеты закопал туда, не глубоко. Школьники возле дома проходят. О, пионеры, туда-сюда, вот вам надо помогать старикам. Вот здесь копните мне несколько раз, я уже устал, не могу, ребята. Они раз зайдут, раз, а сам он отходит, смотрит в окно. Раз, копнул 20 копеек, раз 15 копеек, раз 10 копеек. Где-то рубля по 3 они собирают оттуда. 3 рубля уже деньги тогда были, это не сейчас копейки, которые... Ну, идут же они родителям, говорят своим, понимаешь? И родители начали уже приходить, не стали бояться его, не стал он пугалой. Потом он на следующий день этих детей еще им что-нибудь даст, понимаешь? Вот через родителей он и через детей он с родителями стал в хороших отношениях. Мы туда приехали... с Андижана на машине, я все время заезжал к нему. Как же это место называется? Вот напротив Ленина, вот сюда, Красногорка. Вот. И он говорит, тут свадьба есть, говорит, пойдемте на свадьбу. Я говорю, ну мы же не знаем, что. Он говорит, вы со мной. Говорит. Он любую хату татарскую вот так ногой открывал, понимаешь? Все уже его, он уже перетянул туда многих, и все его уважают. И, значит, он говорит,
что вот так, вот то-то, 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 то-то. Ну, хорошо. Ну, мы пошли. Пошли. Пауза сейчас. Потом, значит, председатель ему говорит: ты чё, говорит, вот твои бараны шерсть не вылазит, говорит, а у наших колхозных вылазит. Он говорит: вы их кормите неправильно, гнильем кормите, говорит, потом на солнце у вас они там пекутся, говорит, а вы посмотрите, я там сделал такой шалаш, говорит, они раз туда, а потом у него бараны шли вот так, утром встают, он им кушать кладет вот так все, и водопой, и дальше идут сами на это. И назад тоже возвращается так же, понимаешь? Председатель, и вот он как прописался. В МВД надо, значит, приходить, в очередь записываться там заранее, и говорят, тогда-то встретят, ну, примут. И он, ну, сидят не он один, несколько человек, идет один полковник, а это, кажется, начальник МВД Крыма был, он не знает. И вот так проходит, он этому соседу говорит: «Абаджнабете бірден шинель алып верірдім, бүгін мен прописка yapsalar», говорит, а тот слышит. И пошел, потом его раз вызывает, он заходит, короче, дает он ему разрешение на прописку. О, старик, о, спасибо, туда-сюда, по-русски ему. А он говорит, ну уже уходить, он ему говорит: «Ан шинелин, мага шинель алып вережектің, не прописка olmuş olsa», говорит тот, чисто по-татарски. Он обомлел, этот старик. Понимаешь? Вот этот Рефат ага этого старика очень хорошо знал, его жена, наверное, знает, дочка вот здесь где-то его. Ты знаешь, где она работает, дочка его? Где? Сейчас на Карла Липнахта, где редакция Харам. Там, да? А где это Карла Липнахта? Мне... Ну, я вот... Между Карла Маркса и Розой Люксембург. Вот он это знает, Рефат ага, его. И когда Рефат ага клич сделал, ну там он строил это, нашел людей, там построили мечеть, то все. И когда он начал этих фотографий, там этих, то все, и до меня это дошло. Он привет передал мне. Я, значит, все сделал, в рамки засадил все, там в мечети, но сам еще не видел. Отдал одному Зауру, и он отдал ему. Потом я поехал к нему один раз. Он уехал в этот Красногорку, кто-то у него умер там. Понимаешь, нет. Будет через 2-3 дня. Потом опять как-то я поехал, он опять на 2 куда-то уехал. Вот так мне не пришлось его видеть. Ну вообще, кто собрал крымских татар там в Козе? Он или сами косцы? Вот. У вас же там родственники, да, сейчас есть? Вот сейчас скажу. Там, я не знаю, Рефат ага там жил, а этот, кто я знаю, собирал, это мой родственник, но ты это, может, от других услышишь, не от меня, а ты просто можешь это выключить. Там был один мужик, вот с Самарканда приехал, не с самого Самарканда, а с этого Катамин, Матамин, вот с тех краев. Он всю жизнь работал строителем, в смысле кирпичи клал, кладку делал. Вот эти маленькие. Он 2 улицы вот так домов сделал с 2 сторон. Он один. У него 5 подсобников все время было. 5 человек, 2 раствор делают, 2 кирпичи подают, еще что-то делает, понимаешь, вот так было. Они не успевали. Он вот, раствор разглаживали вот так. И он раз вот так клал. Вот этот мужик, когда там взял участок, он
сделал участок Лилиному брату с отцом. Потом Алику сделали участок. Но мне не нужно было. Вот этот мужик посылал на мотоцикле туда, кто... Там в основном собрались все, которые там раньше жили. Раньше, до этого, ну, не дети их, не вот это. В основном они там, понимаешь? Ну, вот это ж ваша племянница Зарина, да? Там? Да, Зарина, это сестра... вашего дядьки, да? И вот там живет этот еще, Заур, их отец, он в школе работает, Заур. Мать его там была, она тоже здесь была много раз. Но вот он организовал. Ну хорошо, имя вы не помните. Вы мне скажите, у вас предания какие-то, может дедушка, может отец что-то говорили вот про козы, почему название, это вы не знаете, да, ничего такое? Какие-то легенды, что-то? Ну, у нас ничего, такое да? время было, война, то, все. Ну да, вы были в отрыве от села. Да. Вы историю ничего это не знаете, нет. да, такое? Ну такой вот вопрос еще, вот кухня нашего народа, Ага. и вот пищеварение, вот вы как-то думали вот над этим? Вот у нас мучная, там чебуреки, там мясная, и вот с точки зрения пищеварения, вот что-то думали такое вот, с чем Ты это знаешь, связано? Я пищеварением питания не занимался, Да? и мне не приходилось об этом думать. Это чисто женская работа дома. Об этом думают женщины, это не моя работа. Да? Моя работа дома обеспечить, чтобы все было, а они должны готовить это. Не, просто И думаю, я кушать могу. Вам это не приходило, Не, мысли такие? не. И слава Богу, И что не приходилось. не Хорошо. изучали такие До сих вопросы? пор мне преподносят, кладут, я кушаю. Все. Или мне вот это сделайте. Я говорю, делает это. Вот. И сноха вот такая тоже. Все вот так вот. Это. Ну как вам сейчас в Крыму вообще обстановка? Сейчас как вы себя чувствуете вообще? Ну, я не могу говорить. Не, ну Запись. говорите не всю правду. Не знаю, все нормально. Спасибо Путину. Все, как говорят. Вот я тебе это говорю. Понятно. Сейчас у вас получается сын, дочка и 3 внука, да? Внучки. 3 внучки. Сын, дочка и 3 внучки. Понятно. Ну, спасибо вам, Асанага, за интервью. Да это что? Я другое хотел тебе сказать. Вот туда, если... Ну, я понял, что ты не ездишь. Ты 1-2 раза, если будешь там... Или тебе надо еще туда? Куда? Козу, вот в Солнечном... Ты же ни раз там не был? Я просто с Рифат Ага, мы случайно встретились в Судаке. Ага. Там было активисты собирались, вот все эти. И мы с Рифат Ага вот так вот как-то... Короче, ты был или не был? В Выключил самом это? Козе я не был. Не. Я ему просто сказал, я говорю, Рифат Ага, вот сейчас все уроженцы умрут скоро уже, и ничего... Никто ничего не знает. Да, и он сам сел вот в таком возрасте, взял на себя вот эту обязанность и написал книгу. Вот просто человек такой, он, ну, дочка там помогла, все это. Вот это он большой оставил, вот после того с ним разговора. Ты опять не ответил на мой вопрос. Я в самом Козе не был, он меня Ты приглашал. туда хочешь ехать, нет? Тебе же надо, если ты хочешь о козах что-то писать, я читал твои несколько статей, у тебя в основном говор, мовор, какой у кого обычаи, Да. все. Я, конечно, изучаю Ну, козы, ты же без этого... но вы сейчас просто видите, вы же не знаете это. Вот поэтому я спрашиваю, чтобы Да. тебе легче было. Если я, что хочу сказать, если ты хочешь,
Только заранее предупреди меня, пока погода хорошая. Если в плохую погоду я не поеду, мне уже 80 лет, Ну, я плохо езжу. Я могу тебя туда повезти, ну, день тебе позволить, чтобы ты там ходил, я к одному проведу, он к другому, другой к третьему сделает. Это раз. Если хочешь ты там остаться, я тебе ночлег сделаю там. Амед там построил хату, уже ключи есть, все там, спать есть где, но никто не живет там. Я просто изучал названия гор там, очень интересные. Я же знаю, что оттуда выселили христиан. Вот когда Екатерина завоевала Крым, с Козов около 40 человек выселили. Суворов выселил. И они живут сейчас под Мариуполем, есть Старый Крым, там такая местность. Они там основали вот это. И мне нужно было выяснить, косцы, они бывшие греки-христиане или вот что происходило. Ну, грек, потому что по антропологии похоже вы на татар. Похожи на средиземноморскую расу. Но гаев там почти нету. Вот это вот мне надо было для себя выяснить. Хсметулса, если вы вдруг поедете, там, Нет, конечно, это я можно если будет. поеду, я поеду по своим делам, Да, к примеру, да, да, да. я тебя не могу взять, я с кем-то поеду. Если тебе надо ради этого дела, я тебе могу день посвятить, сядешь рядом, поедешь, я тебя и накормлю, если ты хочешь по дороге где-нибудь, и все, и назад привезу. Вот это я хочу сказать. А что с кем-то я поеду и тебя прицепом брать, у нас не получится это. Но если вдруг будете ехать, мне сообщите, если у меня будет время, то поедем. По-русски говорят, пошел ты нахрен. Понял? Я для тебя говорю, а я должен ходить еще тебе сообщать. Ты мне скажи, вот я тогда-то вот свободен. Я скажу, хорошо, едем, если я свободен. Вы ради меня хотите поехать? Ну, чтобы да? ты более обширно познакомился, чтобы ты не краснел где-то. Я вот это хочу. Яхши. Все, договорились.